Этот случай буквально потряс республику своей беспрецедентностью. Прямо в школе на одну из перемен четвероклассник получил ручкой в глаз, а мама якобы собирает деньги на дорогостоящую операцию. Именно так новость разнесли информационное агентство. Она попала даже в топ некоторых поисковых сайтов. Однако, похоже, на деле все казалось не столь драматично. Это чисто случайный несчастный случай. Никакого предумеренного нанесения телесных повреждений ребенку не было. Шалость, которая не удалась. Дети, как это обычно бывает, играли на перемене, и когда одной из девчонок прилетела злополучная ручка, та, недолго думая, швырнула ее обратно. Но метко. Учителя при этом в классе не было. Она зашла минутами спустя и сразу увидела масштаб бедствия. Мальчик буквально изнывал от боли, причем под партой. Она обратила на это внимание, предприняла все действия согласно той инструкции, которая действует. Ребенка в сопровождении одноклассника направила в медкабинет, потому что не могла она оставить всех остальных детей. Там еще находилось 24, наверное, там 25 детей. Придя в медкабинет, медицинского работника уже не было, так как у нас медработник работает на две организации. Это на 7-ю школу, значит, и на наше учреждение. Приглашен был тут же дежурный администратор Сафонова Мария Захаровна, которая пригласила по телефону маму, проконсультировавшись предварительно с медицинским работником по телефону, какие действия необходимо предпринять. Только когда мама появилась в школе, встал вопрос, как действовать дальше? Вызывать скорую или самостоятельно обратиться в приемный покой? Родительница, конечно, не стала медлить и на машине самостоятельно отвезла сына в больницу, но успела вовремя. Оттуда санрейсом их сразу десантировали в Ухту, в Республиканский центр микрохирургии глаза. Мальчику в тот же день провели операцию под общим наркозом. Ребенок поступил с проникающим ранением, было состояние средней тяжести. Сразу же была собрана бригада, оказана помощь, сделана первичная хирургическая обработка. В настоящее время ребенок на пятницу, 15 числа, готовится на выписку. Состояние у ребенка хорошее. На сегодняшний день он получает только капли. Ни в каких дополнительных специальных методов лечения он не требует. У него будет только ограничение физической активности в течение года. Он будет освобожден от физкультуры и будет учиться точно так же со своими одноклассниками. Как отмечают врачи, какое-то время после выписки ребенку еще будут капать противовоспалительные капли. Также его поставят на диспансерный учет. Наблюдать за мальчиком медики будут в течение 5 лет. Примерно через месяц маме с сыном придется еще раз приехать в Ухту, чтобы снять швы. А вот в свою школу он вернется, скорее всего, не скоро. Пока будет на индивидуальном обучении. Тем временем в родном городе по данному факту была проведена школьная служебная проверка. Вопрос на контроле и у регионального министерства образования. Все необходимые в таком случае действия провели и сотрудники отдела по делам несовершеннолетних Усинска. Подключилась и республиканская прокуратура. Сейчас она проводит доследственную проверку. Соответственно, органами прокуратуры будет дана оценка процессуального решения, принятыми органами внутренних дел. Скорее всего, органами внутренних дел, да, и оценка работы самой школы по профилактике преступности и правонарушений несовершеннолетних. В том числе здесь будет дана оценка на уроке это было или на переменке, соответственно, по поведению детей. Были ли ранее такие факты известны? Сама мама пострадавшего ребенка отказывается от комментариев на камеру, но в телефонном разговоре сообщила, все лечение для сына бесплатно, а потому семье не требуются дополнительные финансовые средства. И хотя жительница Усинска уже дважды обращалась к своим землякам о приостановке сбора, перечисления по-прежнему продолжают поступать. Мама ребенка сообщила, если вернуть их неравнодушным гражданам не получится, перечислить средства в один из благотворительных фондов. Роман Истомин, Любовь Лапина, Павел Лагутин, Василий Янин, Алексей Серов, телеканал Юрган.